Удивительные моменты в Турции. Во вторник, через 8 дней после землетрясения, спасатели достали из-под завалов разрушенного дома в Турции 18-летнего выжившего. Так же, как сообщили местные СМИ, удалось спасти 17-летнего подростка. Мы спасем вас. Дайте на вас посмотреть. В целом, за тот день живыми извлекли не менее 9 человек. Среди них 65-летний мужчина и женщина, которая провела под завалами более 200 часов. Спасатели говорят, что поиски можно продолжать еще много дней. 15-16 дней. Человек может выжить до 20 дней. Мы помним это после землетрясения в Измите, Стамбуле. Я помню, что спустя 18-19 дней мы находили живых людей. Поскольку если они не ранены, если есть пространство, то выжить можно. Между тем, общее число погибших в Турции и соседней Сирии уже превышает 41 тысячу человек. Катаклизм принес масштабные разрушения в десятки городов обеих стран. В итоге многие выжившие оказались на улице в условиях холодов и ночных заморозков. Президент Турции Таyyip Эрдоган признал, что были проблемы с изначальным реагированием на землетрясения, которые начались 6 февраля. Однако теперь, по его словам, ситуация под контролем. Катастрофа, которая произошла на территории между двумя странами, была ближе к поверхности на 7 километров по сравнению с другими землетрясениями в истории. Из-за этого разрушительная сила была больше. Высвобожденная энергия была равна сотням мощных атомных бомб. Бедствие разрушило водопроводные сети, системы очистки воды, канализации и критически важную инфраструктуру. Представители ВОЗ предупреждают, что это помимо гуманитарного кризиса может также привести к кризису в области здравоохранения. Действительно нанесен серьезный ущерб системе водоснабжения. Антисанитария вызывает серьезную озабоченность и увеличивает риск заболеваний, передающихся через воду, и вспышек инфекционных заболеваний. Сегодня продолжается массовая миграция людей из пострадавших районов. Многие люди оставляют свои дома и не знают, смогут ли когда-то вернуться. По словам Эрдогана, из наиболее пострадавших городов уже уехало более 2 миллионов 200 тысяч человек. Также сотни тысяч домов либо полностью разрушены, либо непригодны для жизни.